Еврорадио.ФМ. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. Вибачаюся, у студії для вас працює Змітер Лукашук. Наш стрим, як звичайно, можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Сьогодні, 29 липня, Олександр Лукашенко, призначаючи нових керівників райвиконкомів, сказав докладно наступне. Паспрабуйце зрабіць усё, каб заробная плата была калі не годная, але цярпімая. Про заробную плату и сярэдні заробак у Беларусі мы сегодня и поговорим с нашим гостем, экономистом Сергеем Чалым. Добрый день, Сергей. Добрый день. Вот такие словы про, может быть, хай и не вельмі годную, але цярпімую зарплату. И адразу я прыгадаю тое, што па звестках нашага Белстату ўжо каторы месяц сярэдні заробак у Беларусі перавышае $500. Гэтыя даўно чаканыя ўсім по 500. Гэта неяк вот звязана одно с другим, ці не? Нет, на самом деле именно то, что о том, что хорошо бы поднимать там чуть-чуть, там еще дальше, если продолжать цитату, там речь идет о том, что она там растет понемногу, но хорошо, что растет, а не падает. Да, то есть то, что это было сказано при назначении именно руководителя местных органов власти, это как раз и такой, что называется, признак последних лет. Это следствие того, что после кризиса 15-16 годов, после экономического спада этого и последующего восстановительного роста 16, соответственно, 17-18 годов, то есть выяснилось, что произошло очень серьезное расслоение региональное. То есть регионы относительно успешные, которые более-менее как бы экономический рост запустился, и он, в общем, какой-то относительно здоровый, самоподдерживающийся, а есть регионы, которые просто превратились в такие локальные черные дыры, где, в общем, как бы оказалось, что ничего не помогает. То есть традиционная региональная политика не работает, потому что, с одной стороны, скажем, например, нет или там плохо себя чувствуют какие-то предприятия, там регионообразующие, да, которые, в общем, способны зарплату платить, соответственно, недостаток заработной платы означает, что там никакого серьезного бизнеса частного не развивается, даже несмотря на все эти льготы там, по шестому декрету по развитию значит, бизнесов в сельской местности и малых городах. Вот. И с другой стороны, получается, что и людям там нет смысла оставаться, потому что и работы нет. Да? И получается вот такой вот замкнутый круг, когда с одной стороны, у тебя нет квалифицированных работников, а с другой стороны, у этих квалифицированных работников, даже если бы они там были, там нет, нет рабочих мест. Да, и, соответственно, вот получается, что молодежь уезжает учиться, а как бы люди, как бы, ну, скажем так, в своем нормальном профессиональном возрасте в расцвете, да, они уезжают работать в другие регионы. Вот, и, то есть, и смысл в том, что пока так и не удалось найти никакого рецепта, что вот с этими отстающими регионами сделать. И поэтому, скорее всего, речь идет вовсе не о средней зарплате по стране в целом, скорее всего, речь идет именно, то есть, о том, что хорошо бы что-то придумать, значит, вот этих вот как бы черных дырах. То есть атрымліваецца, што нягледзячы на тое, што мы кажам, што вось, ура, нарэшце ўсім по 500 сярэдні заробак, як кажа Белстат, і ўжо не один месяц, гэтых вот і гэтых канкрэтна рэгіёнаў і ў прынцыпе большасці рэгіёнаў гэта радасць не тычыцца. Ну, примерно около 60 районов считаются вот такими проблемными. Была идея, ну, как обычно, как у нас власти реагируют на то, что, значит, есть проблема там, с занятостью или чем-то еще, да, значит, давайте туда какие-то пилотные проекты организовывать, вот, мол, и даже был какой-то лозунг у нас, он назывался индустриализация уже, то есть на смену модернизации, новой индустриализации, то есть создавать производство вот в этих самых отстающих регионах, что, в принципе, конечно, совсем неверно, гораздо важнее поддерживать те, которые сами развиваются, и просто организовывать мобильность населения. Вот. Ну, в общем, довольно быстро выяснилось, что таких средств просто нет. Да? Когда посчитали все инвестпроекты, которые собрали для того, чтобы эту программу индустриализации выполнить, выяснилось, что ее стоимость вылетает за 100 миллиардов и выше.
Ну, вот это почти в 2 раза больше, чем за 3 года было потрачено на модернизацию, да, с 2012 по 2015 год. Вот. И, в общем, как бы на этом политика и закончилась. И поэтому, честно говоря, все это выглядит как, ну, как такое, как заклинание из серии, ну, если она хотя бы недостойная, то есть не везде, там же еще есть такой квалификатор, да, там, не везде ее можно обеспечить, но хотя бы пускай она будет терпимой. Это вот такой, по-моему, это уже не новый тезис. У нас когда-то при посещении предприятий президент, правда, немножко по-другому звучал, из серии, как бы вместо слова «достойная зарплата» было бы как-то же то ли не стыдно сказать, то ли или прилично, или как-то так. То есть смысл был такой, что когда он обращался к кому-то из работников, ну как вообще зарплата, какая, они как бы не хотели называть цифры, вот, но называлось это, мол, как бы, значит, типа, не слишком стыдно, значит, зарплату такую получать. В общем, как бы это говорит о том, что тут 2 вещи на самом деле, о чем нужно сказать, что качество экономического роста и качество вот этого роста средних зарплат поменялось на самом деле за последние несколько лет. То есть, когда вы имеете очень небольшой экономический рост в среднем, как сейчас, например, 1%, и он затухает, да, то есть было 1,5% в начале года, сейчас около 1%. Это фактически пренебрежимо малая величина. Это, ну, в пределах статистической погрешности. Вообще измерение роста ВВП, оно очень неточное. И, ну, грубо говоря, можно говорить плюс-минус 0 там, с небольшими отклонениями. И это означает, что фактически у вас вместо экономического роста, который был раньше, который все лодки поднимал, ну, у кого-то доходы росли быстрее, у кого-то медленнее, то сейчас получается, что это во многом даже перераспределительный рост. У кого-то доходы могут уменьшаться, да, у кого-то, причем как сейчас показывает практика, расслоение растет, то есть доходы растут и так у наиболее высокооплачиваемых категорий населения. То есть правительство там пытается своими административными какими-то действиями говорить о том, что хорошо бы там иметь зарплату в бюджетном секторе 60% средней там, и пенсии 40%, но у них постоянно это не получается, там все время не хватает там, несколько процентов. То есть, и вот о чем идет речь, что сейчас средняя, она главным образом достигается за счет роста неравенства. И это, в принципе, люди ощущают. Скажи мне, але все ж таки вот звертаться с такими словами, хай мантра назовем ее, что давайте зробим некий заробок. Там даже еще через предложение звучало, что зарплата это святое. У президента же много таких вещей, которые... Святые, да. Але вот звертаться с такими словами до кіраўніка райвыканкама. Вот что, кіраўнік райвыканкама может зрабіць некие терпимые заробки супрацоўніку нейкага СПК? Нет, конечно. У нас как раз именно в этом основная проблема. Она связана с тем, что сверхцентрализованный бюджет у нас государственный, и средств, которые остаются в распоряжении, ну или которые есть в распоряжении бюджетов местных, это главным образом только социалка. Да? То есть это зарплаты бюджетникам, пособия, пенсии, вот в таком роде. То есть как только нужны какие-то вещи там не предусмотренные, там дорогу ремонтировать, еще что-то, это тут же моментально нужны средства из центра, то есть нужны трансферты из центрального республиканского бюджета. Или, ну, надо ходить там каких-то спонсоров искать, там, местных и так далее, и так далее. Вот. То есть это большущая проблема, и это как раз, скорее всего, сейчас и очень сильно тормозит региональное развитие. То есть по логике, конечно, имело бы смысл сейчас в ситуации, когда старые механизмы республиканского бюджета не работают на выравнивание условий, то нужно, в общем, как сказать, дать больше полномочий на места для того, чтобы, не знаю, там, люди сами от руководителей до подшефных их там организаций могли каким-то образом, не знаю, там, что называется, эксперименты проводить, да, действительно, вот те самые пилотные проекты. Не те пилотные проекты, как у нас Аршанский регион, когда вся страна напрягается, чтобы, значит, сделать потемкинские деревни там, а когда действительно там будут различные решения опробоваться, которые могут потом применяться в остальной стране. Атрымліваецца, што гэтыя словы Александра Лукашэнкі пра заробак цярпімы,
гэта ўсё ж таки не больш чым гульня на публіку, каб паказаць, што вось кіраўнік краіны клапоціцца Да, пра конечно, беларусаў. конечно. Там же тем более, что буквально завершается эта фраза о том, что, значит, зарплаты пускай растут, и люди это должны чувствовать, но они не должны чувствовать, что это делается только к выборам. Это плохо, когда, значит, они понимают, что это только для выборов. То есть у нас, когда уже привычно стало, что когда президент говорит, что это не ради пиара, это не для выборов, да, то есть это, вот читай, что это именно для этого. То есть это почти во всех случаях, когда Ну, вот... сказать про это напередодні выборов, это, конечно... Ну, да, то есть, вот еще раз говорю, как бы, может быть, никто бы об этом и не подумал, если бы он сам об этом не сказал. Да? То есть, вот это получается вот регулярно так. Вот действительно, можно просто в историю посмотреть, там почти все будет. Вот это я делаю не ради пиара. Почти тут же становится понятно, что, да, в большинстве случаев это делается ради пиара. Так и здесь. То есть, когда идет вот это проговаривание о том, что нет-нет, это не к выборам, на самом деле, конечно, этот разговор предвыборный, но он в данном случае демонстрирует в определенной степени бессилие центральной власти в том, чтобы управлять этими зарплатами. То есть тут как раз ведь интересный момент, что возможности государственного сектора и, что называется, предприятий, которые находятся в государственной собственности, и бюджета, собственно, они все меньше, и вообще государственный сектор потихоньку сокращается, да, в производстве добавленной стоимости, ну и, соответственно, в генерировании доходов для своих работников. Вот. Наоборот, доля там частного сектора растет. Ну и, собственно говоря, это правительство прекрасно понимает своими этими идеями о том, что, да, мы понимаем, что потихоньку будет загнивать там старое государственное предприятие, но мы хотя бы там попытаемся стимулировать развитие рядом частного сектора. То бишь получается, что тех инструментов, которые были, например, в 2010 году, когда можно было приказать, да, там, сделать зарплату по $500, сейчас выясняется, что это сделать гораздо сложнее. То есть, да, это достигается, но это достигается, как я уже сказал, за счет того, что... Переразмеркование. Да. То есть происходит стагнация доходов на государственных предприятиях, хотя, казалось бы, государство именно там должно было бы свои указания, да, исполнять. И то же самое с бюджетниками, как я говорил. Напротив, рост происходит там, где указать не получается, где-то происходит помимо указаний. И поэтому сейчас вместо того, чтобы опять что-нибудь там пообещать, да, или сказать, что, значит, там еще больше будет, получается, что, ну, как бы, если фразу, которую надо читать, там, где хорошо, то и хорошо, а там, где плохо, ну, хотя бы терпимо. Завершаючы вось гэтую тэму і да Белстата, яго гэтага сярэдняга заробку. Ўсё ж такі, наколькі гэты сярэдні заробак па 500, ён рэальны? Ці, ну, вот, размеркавалі, вот, як ты кажаш, і ўсё нормально. Ці ўсё ж такі, Нет, як кажуць, уключили друкавальны станок? Нет. Значит, у нас было два таких довольно заметных, там, более чем там 10-15% роста реальных доходов. Это был конец позапрошлого года и конец прошлого года. Ну, это, как правило, у нас же так и получается. Плюс еще там декабрь включается премии, потом январь обычно проседает. Но в целом видно было, как последние месяцы там шел рост. Если, например, рост к концу года 17-го, еще Нацбанк, например, а почему мнение Нацбанка здесь важно? Потому что он сейчас у нас за инфляцию главный, кто и ответственен. Он же с ней в первую очередь и борется, это его KPI. Вот. Они говорили, что там мы как бы не возражаем, там это восстановительный рост после кризиса, да, 15-16 годов. Про рост доходов, который был связан с концом прошлого года, началом этого, они же говорили, ну тут уже есть вопросы. То есть они подходят к тому уровню, за которым возможно уже влияние на там, индекс потребительских цен просто за счет разгона внутреннего спроса. Но в принципе похоже, что в силу того, что серьезного роста с тех пор не намечается, там действительно на неком уровне эти доходы поддерживаются, в общем, как бы похоже, что вот, ну, равновесного уровня достигли, никакого пока еще угрозы макроэкономической стабильности он не представляет. И, что самое важное, еще раз говорю, это все-таки не за счет того, что государство, наконец, там снова обращается к старым практикам. Нет, это главным образом то, что помимо его воли, да, само адбываецца. Да, развивается, главным образом, за счет частного сектора. Дзякуй вялікі, перарвемся на невялічкую паузу. Сергей Чалы, пасля выпуска навінаў працягнем нашу размову. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Новым кіраўніком Гомельшчыны стаў 56-гадовы аграрнік, які зрабіў кар'еру ў Наваградку Нясвіжай Клецку. Ён і стаў на пасаду старшыні гомельскага аблвыканкама. Ігнаць Салавей нарадзіўся ў 63-м годзе ў вёсцы Туполы Наваградскага раёна. Прызначаныя таксама і іншыя чыноўнікі. Больш падрабязна пра сённяшнія прызначэнні на нашым сайце еўрарадыё.фм. У склад тэхнічнага савета Форбсу ўвайшоў і беларус. Алексей Макараў, адзін з заснавальнікаў беларускай IT-кампаніі Колікс Сістэм. У тэхнічным дырэктараце і савеце сусветнай супольнасці ўладальнікаў і кіраўнікоў міжнародных кампаній уваходзіць больш за 2000 удзельнікаў з вядучых кампаній свету. Каб трапіць у склад тэхнічнага савета Форбс, кандыдат павінен быць кіраўніком найвышэйшага звяна кампаніі, якая мае прадстаўніцтва ў Злучаных Штатах, а яе гадавы прыбытак не меншы за $5 мільёнаў. Прадстаўнік кампаніі «Белтрубаправод» Александр Пугачоў распавёў пра сарваную ў Літве здзелку па газаправодзе. Здзелка планавалася паміж літоўскай кампаніяй і беларускім «Белтрубаправодам». У справе будаўніцтва 165-кіламетровага ўчастка газаправода паміж Літвой і Польшчай тэндар ішоў год. Беларуская кампанія прапанавала найніжэйшую цану і выйграла яго. Аднак урад Літвы з падачы літоўскай дзяржбяспекі беларусаў адхіліў, нібыта беларуская кампанія магла штучна замарудзіць тэмп працы, сарваць тэрміны рэалізацыі і нават завалодаць сакрэтнай інфармацыяй. 80 год таму Менск быў перайменаваны ў Мінск. Гэтае рашэнне было прынятае Вярхоўным Саветам нашай краіны на фоне русіфікацыі, якая праводзілася ў савецкай Беларусі. Менск, нагадаю, гэта гістарычная назва горада. У пачатку 90-х Менскі гарсавет ініцыяваў перайменаванне беларускай сталіцы з Мінска ў Менск, аднак яго не падтрымаў Вярхоўны Савет. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і разам з эканамістам Сергеем Чалым мы абмяркоўваем заробкі ў Беларусі. Ну вось прыйшлі да высновы, што гэтыя усім па 500, якія нам ужо паказаў Белстат, што нібыта мы ўжо колькі месяцаў яго атрымліваем сярэдні заробак. Вот па словах Сергея Чалага, гэта не друкавальны станок вінаваты, а ўсё вот само сабой так наладзілася. Дзякуй, што вот так яно атрымліваецца. Будзем спадзявацца, што паціху будзе расці і надалей. Але мне вот зараз цікавы яшчэ адзін момант. Апошнім часам, на мінулым тыдні дакладней, з'явілася інфармацыя, што ёсць вялікія праблемы ў долара. Што вось, маўляў, яму всё, як кажуць, што ён уже лепш не захоўваць свае нейкія зберажэнні ў доларах, што ён уже сусветнай такой разліковай валютай уже хуткім часе не будзе. Твои прогнозы, ці варта верыць этому? Ну, во-первых, насколько я знаю, источником был первоначальным заметка, по-моему, была на rt.com, он же такая скрытая Russia Today, да, они уже просто боятся называться слишком одиозным своим названием, поэтому сокращаются на Западе как rt.com. Вот, идеи, которые постепенно как бы генерируются в России о том, что скоро будет кирдык всей вашей Америки, да, мы же помним, они еще примерно с кинофильма «Брат 2», да, происходят. Вот. И были же даже специальные такие довольно правдоподобно разработанные теории. Две их версии, они довольно близкие были. Одну разрабатывал Михаил Хазин, его книжка даже была «Крах империи доллара» или что-то там, «Пакс Американо», что-то такое. Вот. И потом его очень долго троллили, где же крах. Он ее написал как раз накануне кризиса мирового 2008-2009 годов, когда вместо краха доллар, наоборот, вырос против всех валют и против евро в первую очередь. Ну и против рубля тоже, даже в большей степени. Да, вот. Ну и там еще была анонимная теория, там, который назывался авантюристом. Но дело в том, что здесь как бы путаются две совершенно разные вещи. Несомненно, что как бы в долгосрочной перспективе, ну причем очень долгосрочной перспективе, в вопросе, наверное, десятилетий, да, наверное, все-таки как бы главная роль доллара действительно, ну в том виде, в каком она была, например, в середине прошлого века,
да, она, наверное, все-таки снижается. Вот. С другой стороны, крахом это как-то сильно тоже называть сложно, потому что ведь, в общем, никогда смена ведущих валют не было никаким крахом. Больше того, очень часто, даже после геополитического краха страны или империи, которая, чьей валютой, в общем, пользовался весь мир, или там известная часть этого мира, еще продолжали ей пользоваться даже гораздо дольше, как, например, было, если уж там совсем глубокую историю уходить, во франк Священной Римской империи германской нации. Он оставался расчетной единицей стран, даже не будучи выпущенным физически, все равно он был единицей расчета тех стран, которые образовались на обломках этой империи. То же самое было с Йоахим Сталером времен серебряных копий Германии, Чехии там, и так далее. Гораздо более близкий пример, например, британский фунт, который был до Первой мировой войны, примерно занимал позиции американского доллара. Потому что огромная империя, да, покрывающая практически весь мир, да, владычица морей, мировая торговля и финансовый центр, помимо всего прочего, торговый. Да, поэтому неудивительно, что фунт использовался как основная валюта. В этом смысле резервная она, конечно, не была, потому что в то время был золотой стандарт, резерв везде был золотой. Вот, но как расчетная единица она, конечно, использовалась главным образом. И только подряд две с небольшим перерывом мировые войны привели к тому, что, значит, как бы экономический упадок Европы и подъем потом Америки привел к тому, что постепенно, значит, доллар и занял позиции главной валюты. Но было ли это крахом фунта? Нет, он продолжает, в общем, как бы оставаться. Ничего с сбережениями, оставшимся в нем, не случилось. То есть это очень длительный, на самом деле, процесс. И то, что, скажем, вот если пользоваться примером вот этой аналогии с Америкой и Британией, мировые войны, в принципе, способны этот процесс ускорить. И, в общем, даже я скажу так, что существует большое количество приверженцев среди мировых аналитиков того, что, наверное, очередная мировая война, в том или ином виде, она, вероятнее всего, неизбежна, война между Китаем и США. То есть это может быть и какие-то горячие столкновения, именно военный конфликт. Это может быть уже сейчас текущий торговая война, перерастающая там еще во что-то, да, постепенно эскалируем. Потому что, как мы знаем, торговые войны, вопреки утверждению Трампа, что они легко выиграются, на самом деле нет, они гораздо легче начинаются, гораздо сложнее кончаются. И вообще про вот этот неизбежный конфликт между Америкой и США многократно говорится. Есть даже такая теория, которая опирается на очень-очень древние вещи, так называемая ловушка Фукидида. Это, значит, древнегреческий историк, который автор Пелопоннесских войн, истории Пелопоннесских войн между Спартой и Афинами. То есть фактически там было предложено объяснение, почему неизбежным является конфликт между двумя государствами, одно из которых является доминирующим, а второе, что ли, со второго места просто быстрее уже начинает развиваться и как-то готовится с точки зрения экономического и геополитического могущества подвинуть инкумбента. И вот этот термин, да, ловушка Фукидида, она считается, что избежать ее практически невозможно. Другое дело, что не очень видно, что может прийти на смену доллару, да, потому что евро сам находится в крайне болезненном состоянии, там большущие структурные проблемы, которые очень сложно решить, и кризис 12-15 годов периферии еврозоны, включая Грецию, показал эти как раз структурные проблемы проекта евро. Евро сейчас слабеет, причем слабеет настолько, что Трамп уже даже, который везде видит заговор, протекционизм и так далее, сказал о том, что это, мол, они специально против нас ослабляют евро, чтобы нам было хуже, надо нам что-то тоже подобное сделать. Это тоже крайне опасная штука, начинать такие валютные войны. Макрон пытался предлагать какие-то Германии полезные идеи, но Германия, значит, это все отвергла. Германия сама, как лидер, в общем, де-факто еврозоны, в очень плохом состоянии, она очень хорошо понимает, что нужно делать дальше, и там проблемы с будущим лидерством
И, строго говоря, те шаги, которые, наверное, даже политический класс понимает, которые нужны для того, чтобы евро укреплять, они противоречат всему тому, что они рассказывали своим избирателям. То есть это крайне сложно будет продать. То же самое, в принципе, можно сказать и о юане, который очень далеко еще до того, чтобы там торговля какими-то, значит, товарами происходила номинированной была в этих юанях. И вообще, прямо скажем, что управляемые валюты, а курс юаня по-прежнему не свободен, он, в общем, по-прежнему управляется, хоть уже и в меньшей степени, они никогда не станут резервными. То есть все-таки рынок должен определять, сколько должен стоить та валюта, которая будет использоваться всем миром. Да? То есть никто не хочет оказаться заложником политических решений той страны, чьей валютой ты пользуешься. Вот. Поэтому это очень-очень длительный процесс. Трамп, конечно, все делает для того, чтобы его ускорить. Это очень часто такое бывает. Это такой довольно забавный закон, когда, понимая, что начинается какой-то длинный негативный тренд, есть даже целая теория о том, как геополитическое могущество постепенно уменьшается. То есть первым падает преимущество в производительности технологическое, экономическое могущество, затем политическое, и последним остается военное. Так вот, в принципе, наверное, еще Буш-младший, вот этот W. Буш, который тоже пришел с идеей того, что что-то как-то наше, значит, геополитическое влияние уменьшается, да, и поэтому мы должны всему миру показать, что мы можем в одностороннем порядке диктовать свою непреклонную волю, развязал 2 войны, еще больше надорвал Америку и, скажем так, и в большинстве случаев еще как сказать, и авторитет на внешней арене тоже довольно сильно пострадал. Трамп, который пришел примерно с такими же идеями, да, «Make America Great Again», сделал ее, в общем, мировым посмешищем благодаря своим же собственным действиям. Очень часто получается, что политики, приходящие с идеей «давайте мы развернем тренд», который не от нас зависит, который так легко не развернется, это очень длинный процесс. Пока он не пройдет, значит, не дойдет до своего логического завершения, вы ничего не сделаете. И вот когда они пытаются, значит, против ветра с ним бороться, то в большинстве случаев это приводит к тому, что вы просто ускоряете этот же самый процесс. Примерно как Горбачев, вот если уж совсем близкий пример брать, да, когда было понятно, что советская экономика начинает дышать на ладан, да, и, собственно говоря, и центробежные силы уже начинаются в Союзе, то все его инициативы по сохранению единства и спасению, значит, советской экономики привели к тому, что и то, в общем, было потеряно. Но еще раз повторюсь, что ничего не случится ни с какими, значит, сбережениями, ни в какой валюте в данном случае. Вот, валюта это по-прежнему будет продолжать существовать. Больше того, как показывает история, еще раз, страна, которая приходит на смену, она не отменяет и не подавляет того, кто был ее, что ли. Ну, кстати, вот история Афины и Спарт, она же ровно об этом же и говорит. Везде так было, что в конечном счете тот, кто был когда-то лидером, становится таким приоритетным, но все-таки младшим союзником того, кто займет первое место. Так случилось с США и Британией, так случилось с Афинами и Спартой, и так, скорее всего, будет и с США. То есть они вот станут чьим-то таким не вассалом, но вторым союзником. То есть младшим партнером. Да, то есть серьезных потрясений никаких здесь ожидать, в принципе, не приходится. Ну, тым не менш, мы назіраем за тое, што апошнім часам незначна, але курс долара памяншаецца і ў адносінах да беларускага рубля. Это совсем другая история. Когда мы говорим про белорусский рубль, это совсем другая история. У нас, несмотря на то, что Нацбанк у нас поменял на прошлой неделе, ну или, скажем, объявил о том, что он меняет коммуникационную стратегию, и он даже убрал, если вы посмотрите со своего сайта, упоминание и курс корзины валют, мол, не надо на нее смотреть, потому что многие считают, что мы ее таргетируем, и курс наш по-прежнему не свободен. Это, конечно, не так. Вот. Но смысл заключается в том, что действительно из-за того, что, как сказать, до сих пор существуют инструменты Нацбанка, до сих пор в своей миссии он видит сглаживание колебаний курса белорусского рубля к иностранным валютам, то сглаживает он их не к индивидуальным валютам, а как бы, ну что ли, как он представляет себе, к общим, вот этой самой корзине, да, то есть это означает примерно для них
изменения, собственно, белорусского рубля, а не какие-то отдельные изменения вот их составляющих. И в последнее время был довольно длинный тренд, если посмотреть на укрепление российского рубля. Он связан исключительно внутрироссийскими политическими вещами. Например, то есть если коротко, то смысл там примерно такой. Значит, там возникла идея, у Путина есть там так называемые апрельские указы, ну, это примерно как наши обещания к 2010 году, да, там, чтобы все выросло и все было хорошо, и как вот сделать так, чтобы этого достичь, потому что экономика сама как-то не генерирует тот необходимый рост ни доходов, ни темпа ВВП, ничего, да, ни уровня инвестиций, значит, и для того, чтобы их исполнить, где брать деньги? Значит, и возникла идея, где брать деньги. Вот в этом фонде национального благосостояния, который когда-то, когда было придумано так называемое бюджетное правило, а именно изъятие сверхдоходов от экспортных сверхдоходов, которые получаются в России свыше $40 за баррель стоимости нефти, да, значит, они идут в этот самый резерв. Ну, там разными способами это происходит, но фактически Нацбанк постоянно покупал доллары, вынимая эту валютную выручку на свой счет. И постепенно, значит, вот эти резервы росли. Сейчас у них возникла идея либо правила поменять, либо точку отсечения изменить, либо просто начать эти деньги тратить. Что означает, то есть просто чтобы понятно было, что означает, что ваш Нацбанк покупает доллары. Он же тем самым фактически как бы делает ваш рубль слабее. Доллар поддерживается, да, рубль, соответственно, искусственно делается слабее. Если он прекратит эту политику, либо уменьшит ее, это автоматически означает, что доллар станет слабее против вашего же внутреннего российского рубля. И вот на ожидании этого, и в том числе и на маленьком изменении политики, и произошло вот укрепление российского рубля. А укрепление российского рубля, которое произошло внутри корзины валют, привело к тому, что, значит, относительно доллара и евро мы увидели вот то, что, значит, доллар даже какое-то время ослабевал. Ну и на заканчэнне про вот эту кампенсацыю за брудную нафту. Скажи-ка, ласка, коротко, ці здольны мы адстаяць свае правы і паставіць свае умовы кампенсацыі, а не так, як расійскі бок паставіў нам свае умовы? Вот хороший вопрос, потому что тут, как сказать, в этом вопросе сразу два. Я не думаю, что об этом удастся договориться сразу и легко. Да, то бишь из серии сядем за стол переговоров, да, сколько вы насчитали? Мы столько. А сколько вы? Мы столько. Ну, давайте сойдемся где-то там. Значит, посередине. Ну, например. Или там, да, окей, вы нам доказали, как Россия говорит, мы всем компенсируем, если вы документально подтвердите, в чем ваши потери заключаются, как они сейчас говорят. Вот. Ну, уже, как сказать, понимание того, что вероятнее всего так не случится, сквозит в высказываниях наших официальных лиц, когда они говорят о том, что в случае чего мы готовы свою позицию и свою сумму, которую, как мы считаем, Россия нам должна компенсировать за те убытки, то есть, ну, ремонта технологического оборудования, там, потери внешней валютной выручки, невыполнение контрактных обязательств по транзиту и так далее, мы готовы отстаивать это в международном суде. Я боюсь, что, значит, может быть, до него не дойдет, но угроза эта, она постоянно висит, и, скорее всего, процесс будет длительным. Вот. Но, опять же, тут надо четко понимать, что правда на нашей стороне в данном случае. Я не думаю, что у нас существует серьезное желание сильно завышать объем этих потерь, ну, потому что иначе это, как сказать, довольно легко будет видно. Вот. А вот интерес России занижать непосредственно есть. Поэтому, вероятнее всего, где-то ближе к нашей цифре некий компромисс и будет найден. Я думаю, что с самого начала подразумевалось, что... То есть, ну, несколько сот миллионов, скорее всего, это будет. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў сёння эканаміст Сергей Чалы. Абмяркоўвалі заробкі і іншыя цікавыя тэмы. Хто цікавіцца, можете пераглядзець наш эфір на сайце, на старонцы Еўрарадыё, Фейсбуку, Аднакласніках ці ВКонтакте. Дзякуй, у нас сёння яшчэ шмат цікавых эфіраў. Не адыходзьце далёка.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.